Вот смотрите, ребят, здесь вообще участок половина пути проваливался. Потом хорошая дорога была, как здесь, вот вообще где-то сантиметров 7, наверное, только тонешь. Ну, до 10 сантиметров. Вот. Потом проваливался, здесь опять хорошая дорога. Прикинь, вот. Местами где-то ветром, наверное, сдувает и уплотнилось с ним. Вот тут, смотрите, не знаю, как в стороне. И даже в стороне, вот тут, смотрите как. Вот. Здесь он, мототолкач, возможно, и поедет. Вот. А не реально там, где я вот показал. Где на лыжах по колено проваливаешься. Ну, на лыжах вот так ступеньки получается. Сейчас вот там еще в лесу попробую как. Но здесь держит. Здесь хороший снег. Вот. Тут уже все. Вот и все. Вот. Началось. Видите, местами это ветром сдуло. Вот. Вот так вот. Ветром местами так сдувает, уплотняется снег. Но оттепели не было. И чтобы полностью, пока такого нет. Вот тут уже вот. Вот такая картина. Вот поэтому толкач и не может. Он может. Он гусеница крутится-то. Все работает. Просто зацепления нету. Вот и буксует, едет так. Едет и все. Буксует. Ну, где-то числах 8 марта первые оттепели должны уже быть. Там уже будем гонять. Там еще походы красивые, хорошие будут. Хорошие покатушки, я имею в виду. А не так, что одно мучение сейчас. Вообще нереально сейчас куда-либо ехать. Вот он. Вот. Так далеко не пойдешь. Хрен пойдешь. А когда только столько проваливаешь, ты наматываешь километры по десятке. Вот так. Уже иду по просека. Первый капкан здесь проверил. Пока оставил, на обратном пути буду собирать. Чтобы ее туда не таскать. Все равно я по этой лыжне буду возвращаться. Здесь идти вообще приятно. Где небольшое поле, скажем, без деревьев, там сразу утонешь. А тут под деревьями уже хорошо держит. Просто можно уже, конечно, тут ходить без напряга. Ну, чуть-чуть, конечно, местами все равно тянет вниз. Но легче. И небо и земля с тем днем, когда я здесь ходил, ставил, на узких лыжах ходил. Во-первых, снег не держал, во-вторых, снега мало было. И кругом вот эти кочки, ямы, местами даже вода. А сейчас все это сравнялось, вот эти кочки, валежники под снегом. Где я обходил, сейчас напрямую иду. Все здорово. Ну, солнце выглядывает. С завтрашнего дня обещают снегопад. Еще осталось 3 капкана. Вряд ли тут надежды вообще у меня нету. Следов не было. Хотя лес неплохой. Но посмотрим. Вот этот день, когда я тут капканы ставил, в этот день я и терял собаку. Он, короче, дальше ушел по дороге и по следу там гонялся, блин. Вот, сейчас не беру его, нафиг. Не может он ходить. Проблемы с лапами постоянно, что-то с ними случается. И вообще он беспомощный, не может. Вот тут уже вот тянет, смотрите как. Провалишься. Вон там тоже пустырь. Ну, примерно так иду. Там какой-то след. Свежий тоже.
Глухарь, может, ходил. Вон тут. Похоже на глухаря. Да, тут кормился. Ага. Сегодняшние следы. Отсюда взлетел, наверное. Да, взлетел вот туда. Сюда он приземлился. Вот. Кормился иголкой. Сегодняшние следы. Там слышно, кто-то буксует. Да, отсюда взлетел. Ну вот. Может, где-то и на дереве сидит. Там очередной капкан пустой. Это получается третий уже. Еще осталось 2. Сейчас помню, что тут 5 штук. Прочек и с правой стороны еще один остался. И слева крайний. Очки не хочется одевать, чтобы рассматривать там. Ружья нету. Да и снимать все равно не получится на экшен камеру. Тут вот, пожалуйста, здесь местами вообще хорошо идти, а здесь опять тяжковато. Короче, везде по-разному снег держит. Не однотонно, хорошо или плохо. И вот ты поедешь по хорошему снегу и можешь там зарыться легко. Там вытаскивать технику очень тяжело. Ну а примерно так, тут холодно стоять, ветрено. Все уже под снегом этот след. Но по прыжкам похоже на куницу. Вот. Да, двойные лапы. Это не лиса, это куница. Да-да-да, двойные. Он уже давно ходил. Там последний капкан у меня за этим пустырем. Еще туда пойду. Здесь предпоследний уже за этим пустырем тоже проверил. Капкан пустой сработал. Ну, снег валится с деревьев. Просто капкан бьется и срабатывает. Когда наживляешь капканы чувствительно, чтобы осторожные куницы, зверьки, бывают, проходят через капкан очень осторожно и не срабатывают. Проверяют, что-то вот почувствуют какую-то опасность. Все, они зад дают. И стараюсь настораживать именно чувствительно очень, чтобы при малейшем прикосновении капкан сработал. И вот с деревьев снег падает, бумс, попадает в капкан, и все, сработка впустую. Вот, как сказать, почки от березы. Вот это, наконец-то я увидел. И могу показать, вот такие почки любят косачи. Не те вот таких маленькие, которые. Они этим кормятся в основном рябчики. Но вот такие почки березовые очень любят косачи. Сейчас уже много лет на деревьях таких вот длинных почек на деревьях почему-то нету. И косачей зимой тоже очень мало у нас. В этом году вот тоже удалось несколько раз видеть. Они в гуще леса живут. Они возле рек, как раньше. Возле рек раньше их просто сотни штук было. И они кормились такими почками. О, видите? Вот видите, это уже глухарь, ребят. Второй след, это один и тот же, наверное, тоже свежий. Вот отсюда он взлетел. Да, по крылу видно. Хороший след. Он в лунке был. Он там ходил, сюда сел, потом прошел, нырнул, оттуда вынырнул, и здесь прошел и выскочил. Вот так. В прошлый раз не было вообще следов, а здесь вот
Сейчас удалось увидеть. Это настоящие глухарильные следы. Одна птица. Если то тоже толстозадой проваливается, смотри, сколько. Ничего себе, тяжелее меня, что ли, он, блин. Ну, смотри, капец он провалился там. Значит, 550 килограмм этот глухарь весит. Ё-моё, тяжелее, Олег. Как так? Вот это он наелся. Жировал тут. Опачки. Ну, чуть-чуть осталось. Еще сотню метров, пару сотен, и там буду чай пить. Смотрите, где у них привода висит. Вот тут капкан у меня стоял, сейчас уже снял отсюда. Вот это дерево намного выше стояло, где-то на полметра, наверное. Нет, даже метр. Выше метра. Потому что вот это привода у меня над капканом висела в стороне. А сейчас он на, метр 20 ниже. Вот так. Ну так нормально, так в принципе дом и хороший. Там капкан, я имею в виду, снегом не закрывалось, потому что такое укрытие само дерево сделало. Но вот видишь, от напора снега, от того, что много снега на дереве, верхушка сломалась, и он упал так. И просто, а капкан не сработал, как ни странно. Ветки вот ушли вниз с приводой. Но самое главное, вот этот запах приводы, наверное, немножко где-то почувствовал куница. Вон там следы старые, вот. Да, вот. Буквально, считай, от капкана 10 метров, вот следы, вот видите? Вот здесь куница ходила. Вот она. Вот тут. Бегала туда-сюда, вон она. Вот, это куница ходила. Но в сторону капкана почему-то не подходила. Или запах не так четко почувствовал, или ему нафиг ничего не надо. Просто бегает, ходит, ищет что-то свое вкусное, зайца, глухаря в лунке. Запросто он глухаря в лунке там может зарезать, там шею укусит и все. Ну все, в общем, капканы закрыл. Это был последний. Дальше не пойду. Пью чай с подушечными конфетами. 3 конфеты в термос закинул, и получился такой морс. Очень вкусный. Ну что, сейчас уже 100%, 1000% я могу ответить, честно ответить подписчикам. В Телеграме сейчас на днях тоже нет. Вчера даже спрашивали, сколько куниц за сезон я добыл. И это был последний капкан, который я спустил. Я раньше не мог на этот вопрос ответить. Я надеялся, что здесь еще будет куница. И следы есть. Вот, пожалуйста. Вот. Куница осталась. Так что, вот, скажем, такой жиденький лес, но куница все равно время от времени не пробегает. Если почаще капканы ставить, возможно, и попадет. Вот. Но не попалась. И сейчас уже я точно скажу, это получилось за сезон зимний, я поймал 4 куницы. 4 куницы, это 2 куницы на второй избушке, а одна проверка дала мне, и на первой избушке тоже 2 куницы. Сперва 1, потом еще 1. И кроме этого, осенью еще из ружья с мелкашкой я вам показывал, тоже добывал. Это 5-я куница. 5 куниц. Вот и все. Весь, как сказать, вся добыча. Бывало больше, бывало меньше. Сезоны всех разные бывали. Но этот сезон, я думаю, прошел просто хорошо. И многие охотники тоже охотятся у нас и жалуются, что куница не попадает. Кому 1, кому 2. Но никто больше 5 штук на и не ловил тоже. Может, поймали, но я не знаю. Такой вот сезон. Мало зверя.
все равно как бы удалось добыть. И спрашивали там, что я делаю шкуркой, там, конечно же, мы раньше шапку шили, там, а сейчас нет, конечно же, все переводится на деньги, продаю по возможности, если удастся, и на эти деньги уже покупаю топливо, боеприпасы бывают покупаю, ну, много ли там с такими ценами там купишь. Но все равно, хоть немножко, но какое-то деньги получаешь на эту шкурки. И уже, вот скажем, если удастся добыть, там топливо купить, уже ты в плюсе. А бывает, ты сезон ездишь, ходишь и не попадают куницы, ты просто в минусе. И второй год уже он человек, ну, так прикинь, это я больше потрачу, чем вот я выгоды от этого не получается. Многие думают, что на промысле я живу. Нет, ребят, это не так. Вы, если будете жить на добычу зверя, птицы, там, рыбы, ну, далеко не уедете, много не, как сказать, не проживете на эту добычу. Вот сейчас я шел только два следа глухаря. Один глухарь здесь летает. Ну ты будешь там этого глухаря, и что там, это мясо на месяц хватит или на полгода? Нет. Конечно же нет. Это просто охота. Охота, если попадет птица, конечно же, это тоже в семью идет. А что касаемо добычи пушнины, то уже переводится все это на деньги, чтобы дальше я мог ходить в походы. Походы — это получается купить бензин, продукты, по возможности там купить новую технику, что я, честно, я езжу на мототолкаче, или же, скажем, обычные запчасти. Если вы на буране ездите, это постоянно, каждый сезон вам придется покупать запчасти. И запчасти, расходные материалы, то же самое, пружины вот такие, там ремень, вариатор, тыры-пыры, там смотришь уже 10 тысяч, смотришь уже 15 тысяч. А если у вас гусеница там что-то случится, или коробка передач там, ну вот вы посчитайте, вот эти 5 куниц, даже не окупится, это уйдет на запчасти, и ты опять же в минусе. Вот вам и заработок лесной. Нет. Это все так, мелочи. Пушнина — это когда вот в Сибири промысловики ловят по 100 штук, то может быть как-то там еще какая-то выгода. И то столько сил ты потратишь на эту добычу, не знаю. Я вот показал, как прошел эта зима, и потом будем ждать весенней охоты, походы и все остальное. Ладно, сейчас я еще отдохну, попью чай, буду собирать, обратно идти, собирать капканы. Один взял уже, еще 4 штуки осталось. И пойду к толкачу и обратно поедем. Да, газку там полетим, там просто так будем 120-130 км в час будем ехать. Там уже сейчас дорога натоптана. Полетит сейчас толкач, поверьте. И здесь, вот тут он пройдет, вот здесь. Мой толкач здесь пройдет, на катках пройдет и хоть на чем. А там на дороге, там жопа, там настоящая задница, жопа, я не знаю, что еще, как можно сказать. Там по уши ты зарываешь, а тут уже немножко уплотнился снег. Я здесь прошел 10 сантиметров, только проваливаюсь. Это не 20, это не 40 сантиметров, а 10. И здесь я чувствую эту плотность. Чувствую, вот где-то ветром сдуло, где-то комочки там упали с деревьев. И там просто не надо никакой склиз, ничего. А там, я не знаю, надо вот еще на склизе действительно проверить, вот этот целяк еще. Если вот на склизе там проеду, я не знаю, там, ну, один из лучших техник в мире, наверное, действительно будет.
Но сегодня он меня довез до сюда, я очень рад. Я не думал, что до сюда доеду. Но он смог. Потихоньку он смог. Я думал, ремень сожгу, но нет, я так на средних оборотах он буксует, там прыгает и едет там. Она пердит, едет, но меня тащит и дотащил до сюда. Молодец там, альбатросик мой. Ай, как не любить такое? Что имеешь, ребят, то и надо любить, то и надо хвалить. Какая бы техника ни была. Не надо пинать там, это выкидывать или еще ломать. Надо любить, и по возможности он все равно сможет, он довезет. Вот такие дела. Вот какая борозда после меня осталась. И такой тягун, подъем тут. Ну тут нереально на толкаче. А на верхушке подъема там ветром сдуло и поплотнее снег. Тут вообще каша. Я уже собрался, лыжи на месте, рюкзак. Сейчас поедем. Опа. Смотрите, какой резвый. Чуть нажал и все. Сейчас. По своей дороге быстро поедем. Еще включусь, где лошади перешли. Наверное, влево ушли они. Опа. Сейчас посмотрим. Ладно, погнали. Какая траншея, блин. Я говорю, сейчас 120 километров поедем по своим путям. Буксовал-то, и такие кочки получились. Вот это понимаю, уже сейчас комфортно ехать. Борозда такая мне, выше корыта. Хоть руль отпускай, по своей колее поедем. Это тут следы были. Вот они. Следы, ребята. Ну, туда поскакали. Да. Туда ушли. Ага. Там они. Строго на юг чешут. Штук 3-4, наверное, их тут. А я еду. Сейчас ехать одно удовольствие. И на этом, ребят, буду заканчивать этот поход. Закрытие сегодня было на охоту на боровую птицу и на пушных зверей. Дальше еще есть у меня возможность охотиться на волка где-то месяц. Но это уже, не знаю, вряд ли, конечно, будет охота на волков. Сегодня ездил, как вы сами видите, был тяжелый поход для альбатроса ИС-9, но он смог. Меня основное довез, а дальше уже пешком пришлось идти-то есть. Но ждите новые походы. Сейчас в дальнейшем только на нем буду ездить. Потому что он очень экономичный и мне комфортно. Легко с ним. Очень легкая техника. Комфортно сидеть, комфортно рулить. Мне нравится. Вот такие дела. Спасибо вам за ваши просмотры. И за ваши подписки, лайки. Всем хорошего настроения, удачи. Всем пока. Я поехал дальше. Дальше уже снимать не стану.